Сёння мы завіталі ў госці вось у гэтую невялічкую, але вельмі утульную і гасцінную хатку, якая стаіць на ўездзе ў вёску Нача, да Уладзіславы Вікенцівны Міклюкевіч, таленавітай жанчыны, майстрыхі на ўсе рукі. Нягледзячы на свой сталы ўзрост, яна вельмі рухавая, актыўная, у меру сваіх сіл займаецца не толькі хатнімі справамі і агародам, але і кожную вольную хвіліну аддае любімай справе – вышыўцы. Наведвае аматарскае аб'яднанне «Сустрэча» пры Нацкім доме культуры, дзе дэманструе свае цудоўныя вырабы, дзеліцца сакрэтамі майстэрства з моладдзю. А яшчэ Уладзіслава Вікенцівна любіць і паспяваць, ведае многа розных песень. Мэта сённяшняга нашага візіту у чарговы раз дакрануцца да ўсёй гэтай прыгажосці, створанай рукамі бабулі Уладзі, акунуцца ў непаўторны свет яе кветак, колераў, адценняў, даведацца пра вытокі таленту, майстэрства, атрымаць слушныя парады і самім далучыцца да гэтага цудоўнага працэсу. Мы ўдзельнічаем у конкурсе «Нашчадкі традыцый». Мы шмат даведаліся пра розныя рамёствы і у тым ліку пра вышыўку. Бабуля Уладзі, ці можаце вы нас навучыць гэтаму? Чаму ж не могу навчыць, а вы хочаце, вы только у вас желание есть. Есть. Ну, то я хочу показать. Маешь вот тебе пяльцы, маешь тебе ниточки, ну и пробуй. Там, если непонятно, пытайся, я буду тебе учить далее. Ну и ты вышивай, что тут тебе вышивай, гляди, як полочкой там попадаем. Як давно вы занимаетесь гэтым? Ой, я недавно занялась гэтым. Я не ведаю, уже, может, мне яких годов было 45, калі не больше, як я зачала это вышивание. Я робила на складе, и до мне приходила с конторы у помощь, всегда, каждый день на помощь мне, як уборка, давали Миленкевичеву. Миленкевичева это что teraz есть и жие, она померла, але ее дочка жие, Таня Миленкевичева. Это ее мать. И она приходила до меня на склад, она очень красиво вышивала. И я так загорелась этим вышиванием, что мне хотелось, кажется, я все отдала б только научиться. Я сидела при ее, як она в моем часе, она вышивает, и я приглядывалась, где она берет каждую ниточку, скуль она, як она перекидывает, як она ее переносит. Ну, и я потрохи там все гадала это все. А после принесла свою серветочку и кажу, мне покажи, як и что. Ну, и она мне рассказала, что можно на узор, любой узор, какие мне нравятся, какие кветки нравятся, взять и на пленочку положить, материал растягнуть, а пленочку нарисовать, это узорчик, отбить. Пленку послав, на какую кветку адресовал, понимаете як? Ну и это потом остается. А тогда треба меч копирочку на свой материал. Ой, як тут положил копирочку, вот тут видите, у нас нарисовано целое ружево. Копирочку положишь и отбиваешь, уся, она добьется. Это все остается потом. И я их не выкидаю. Почекав, что, может, мне понравится еще раз буду это самое вышивать, может, что другое выдумаю. Ну, и так я и начала вышивать. А потом, я уже пошла на пенсию, то уже тогда я венцы стала вышивать. Я уже вышивала без конца, мне так хотелось. Але было так трудно, что трудно где было материалу такого достать. Мне так хотелось, то я шматы всякие выдирала, там где рубашки старые, выдирала кусок, який нравился мне, и вышивала, все вышивала так. Ну и продолжилась, и teraz стала уже, и постоянно вышиваю. То полотенце, які я вышью, то что, ну так, люблю очень эту работу. Интересно, одну квятку вышиешь, а хочется уже пронзить другую, як она будет выглядать, и ладно, и не. Вот, и тут уже эти уже квятки вышились, они тоже ничего, такие ружечки вышли у меня. А тут будет другая такая, это будет покрывало у меня на ложке, и оно будет целый берег, это которое тут, оно будет все вышито.
Цілий Що? берег це буде вишня. Што мне рабіць далей? Подойди трохи сюди, я тобі покажу як. Бо я так не можу тобі здалека. І з голочкою з усім чим ходи. Ходи сюди, ходи. Так, вот teraz мы уже кончили тут. Teraz мы заводим этот конец, как он у нас не болтался. Вот так раз переведем, другий раз переведем. И teraz ножничками его и обрежем. И он будет ровненько, не видать там. Teraz возьми любую ниточку, може желтую треба, бо мы ромашечку вышивать будем. То возьми желтую ниточку и завяди в этот клубочек, в иголочку. Подорви, завяди, попробуй, я тогда серединку ромашечки вышивать будешь. Ну, у тебе як там тоже иди хорошо, увидишь, как красиво, молодец. Будешь уметь прентку. Не умею так аккуратно, не могу, ну, то, что умею, то хочу показать, как вы умели. Вот хотим завести, teraz ниточка нехай тут будет вот так в середине. Начинаем виражок. Ще я пишу тут зетуль. Трохи зетуль по рисуночку. Вот так. І тут у тебе пойде зараз серединка ромашечки. О, бери пробуй. Чи передали ви свій талант своїм онукам? Конечно, конечно. Дару свои работы каждому, дарую. Приезжают до меня другие. Лена, уже моя внучка, этим року была привезши свою подружку, с которой она каліта еще в Вильнюсе училась в школе разом з ёй. И они дружили всенький час, в школу ходили разом, и вышли, и учились разом. Ну и teraz уже тая вышедшая, мая 3 детей, и это вышедшая замуж уже. Ну и приехали, як-то лето были, приезжали сюда до нас в гости погостить. Ну то я им подарила каждой по полотенцу, 2 девочки в ее той подружке, подарила им. Ну, то Лена моя, она вышивая бисером. Она вышивая бисером, вышивая ладня. Але я бисером теж не умею. Не знаю, ну, может, как и шла б такая работа, что я должна научиться, хотела б, то, может, и научилась б. Але як так, то ні, я не умею бисером вышивать. А Вика, другая внучка, и она у меня добро вышивая. Она ладня вышивая, умеет так красиво вышить. Ну, и учатся дети, они, что придієш, що вони і пам'ятають для того з дитинства. Але це треба вчити. На сьогодні, може, хопить? Ну, глядіться, може, вже ви устали. Ну, може бути. Ну. точно. Дякую вам велике. Гэта вельмі цікава, займальна. Здароўя вам і каб больш ідэй было для вышыўкі. Ну, будем стараться. Мне вельмі сподобалося. Это такое хорошее дело. Другий раз и я буду вышивать. Тоже будешь вышивать. Молодцы, девочки. Умнички. Дякую вам Дякую. велике. Ну, и вам дякую, что пришли. Хорошие мои девочки. Учитесь, треба все уметь, девочки. И читать, и писать, и вышивать, и шить, и все. Все треба уметь. В жизни все пригодится.